Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким, со мной также мои коллеги Николай Слепцов-Айдын и Михаил Эверстов. Мы транслируемся в прямом эфире, и в студию с вопросами вы можете позвонить по двум номерам 32 00 66 и 32 11 66. Удивительное это явление династии педагогов. Люди, связанные родственными отношениями, выбирают одну и ту же профессию. Что это? Гены, зов крови или же судьба? Невозможно стать учителем, просто следуя по стопам родителей. На то необходимо, как нам кажется многим, веление души. 2 октября на базе Покровской средней общеобразовательной школы номер 1 имени Яковлева состоялся 8-й улусный слет педагогических династий. Педагогические династии – творцы и свидетели истории, посвященный 150-летию системы образования в Хангаласском улусе. И у нас в гостях представитель династии Кардашевских, отличник народного просвещения РСФСР, заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат педагогических наук, директор Покровской улусной многопрофильной гимназии Юлия Егоровна Наговицына. Здравствуйте. Спасибо. Доброе утро. Добрый день. Здравствуйте. Представитель династии Шадриных, директор Актемского научно-образовательного центра имени Михаила Ефимовича Николаева Юрий Васильевич Шадрин. Здравствуйте. Добрый день. Представитель династии Платоновых, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта АГАТУ Дмитрий Николаевич Платонов. Здравствуйте. Здравствуйте. Представитель династии Тимофеевых-Лыткиных, отличник образования Республики Саха-Якутия, учитель специальной коррекционной общеобразовательной школы номер 4 города Якутска Маргарита Владимировна Лукина. Здравствуйте. Добрый день. Я приветствую вас от всей души у нас в студии, здесь, в прямом эфире. И, конечно же, у меня первый вопрос. Как прошел очередной 7-й слет педагогических династий? Вообще... Первый слет у нас прошел в 1999 году. Это был год 125-летия образования в Хангаласском улусе. И вот с тех пор прошло 25 лет. И за 25 лет прошло 7 слетов. Что такое слет? Слет – это встреча педагогических династий, это обмен мнениями, обмен опытом, это мастер-классы, это круглые столы. Так получилось, что самые такие значимые слеты прошли именно 140 лет образования. Это был 4-й слет. И нынче 150-летие было, это был у нас 7-й педагогический слет. Начиная с 4-го слета стали передавать чисто символический кубок. Это был Чорон. И династия Шадриных передала нам во время 4-го слета этот кубок. И мы дальше его передавали. И нынче у нас передали кому? Династии Лукиновых. Надо отметить, что всем этим действом, всем этим праздником с самого начала руководили 2 женщины. Это Попова Тамара Николаевна и хрупкая наша Людмила Ильинична Ефимова. Сегодня ее, к сожалению, нету. Человек заболел. Но благодаря им все, 1-й слет, 2-й, 3-й, 4-й шли под их эгидой. А остальные уже слеты, когда мы передавали уже династиям, уже тут сами образовательные учреждения входили и придумывали свой сценарий. 7-й слет был в первой школе. Первая школа, она уже построена в 1977 году. Но, несмотря на это, школа хорошо выглядит, хороший дизайн, хорошие технологии, все применяет. И все, Спиридон Спиридонович и его команда очень нас тепло, сердечно, с чаепитием встретили и проводили. Мы очень хорошо провели этот день, были мастер-классы, была пресс-конференция,
И потом, значит, уже пошли на награждение. И награждение было, как говорится, лилось рекой, награждали всех. И вот я очень рада, что мы пообщались. Но, правда, с самим членом династии не удалось пообщаться, потому что все было очень быстро. Так ведь? Все было очень рационально, корректно и быстро. Вот я что могу сказать про 7-й слет. Но есть предложение, может этот слет растянуть на 2-3 дня, да? Мне кажется, будет о чем поговорить, и опыта у вас очень много. Дмитрий Николаевич, вы с какого слета принимаете участие в этом слете? Ну, в этих слетах наша династия Платоновых принимает с первого. В 99 году, да, когда эта династия педагогов установили, она нам очень запомнилась в связи с тем, что в 1999 году нам вручили удостоверение династии педагогов номер 1. Такие значки и удостоверение дали министр образования Евгения Исаевна Михайлова. Ну и в последующем, конечно, то, что мы стали династией, как уже отдельно, это уже целый коллектив большой, дает большую ответственность. Ну и последующие слеты, которые были, мы тоже принимали. Но, видите, как-то я слеты по-другому оцениваю. Они проходят как-то быстро в виде какого-то отчета, да, и запоминается не очень хорошо, потому что человеку запоминается то, что ты сделал что-то хорошее, полезное. Да. Вот 7-й слет, в который мы участвовали, я думал, полезное то, что мы встретились со школьниками. Мы там очень долго им показывали слайды, объясняли, что такое педагог, что педагог – это самый счастливый человек в мире, что он приносит людям пользу. Если бы не было бы человека, то бы такого хорошего, таких людей, но вообще человечества бы не было бы. Так? Я согласна. Вот. Я согласна. Все этим мы так объясняли, и я так смотрел своим школьникам в глаза, они очень заинтересовались, и было много вопросов. Вот. Я думаю, вот те школьники, которые мы встречались, многие из них уже, наверное, выберут профессию педагога. Дмитрий Николаевич, а вы в каком поколении? Продолжение. И, наверное, ваши... Да, основатели нашей династии – это мой отец и мама. Они были учителями. В Хангаласском области они в разных селах работали. Основались они в конечном до Великой Отечественной войны в селе Булпинях. Отец преподавал урок физкультуру и истории. Мать начальных классов. А в последующем она преподавала урок домоводства. А так, нас было 9 человек, и мы все стали учителями. Все 9? В основном учитель физической культуры, учитель русского языка, там, английского, физики по одному человеку. В основном все учителя физкультуры были. У нас в семье очень поддерживали те, кто занимается физической культурой и спортом. У нас, может быть, уже в генах было, чтобы надо заниматься физикой, чтобы сильного человека уважают, что ты уже нигде не пропадешь. И все это в последующем поддерживалось учителями физической культуры. Я, например, очень до сих пор рад, что у нас учителя физкультуры часто вообще не менялись в школе. Пришел учитель физкультуры, он, я думаю, до старости у нас работал. Поэтому у них была своя какая-то система поколения. Они уже видели, кто может в спорте. И я, например, уже с 4 класса начал бегать лыжи. Они уже меня взяли, что, может быть, знали, что если вот этого человека уже будет какой-то хороший бегун, лыжник и так далее. И вот такая группа людей, наших школьников, мы все вот так росли. И они уже нас настраивали. Я уже видел положительного человека, учителя физкультуры, который принес нашему селу, я даже скажу, счастье. Так? У нас все играют, все бегают. Людей, которые, может быть, курят и так далее, в те времена много было, но их стало меньше намного. Да.
У нас все кипело. В вечернее время спортивный зал, школа может быть уже свет тух, а спортзал у нас до позднего вечера. Это же вот здорово. И после нас приходил уже рабочий класс. Вот поэтому мне тоже хотелось бы с детства быть таким, как и они. Чтобы я был, пусть скажем, в первом селе. Типа такого, да? У меня родилось, и все время вот так. И вот в семье вот то же самое у нас. Сестра младший учитель физкультуры, брат старший учитель физкультуры. Поэтому вот очень хорошо. А я второе поколение, получается. Третье поколение у нас тоже учителя физкультуры есть. Их намного больше, уже не 9 человек, более 10. И сейчас они тоже работают, уже взрослые. И четвертое поколение у нас 5 человек сейчас учителя физкультуры. Ну, остальные, да, смотрите, как остальные маленькие. Ну, я думаю, вот династия педагогов Платоновых, она будет возрастать. Она, я думаю, она не исчезнет. Конечно. Потому что если даже нас не будет, уже в последующем. В связи с тем у меня 4 детей, одна уже старшая, у меня дочь уже учитель, тренер по физической культуре, мастер спорта международного класса она по бегу. Ну, а 2 сына последних, не знаю, тоже, наверное, может, выберут. Но сейчас время такое, да, что они, каждый хочет кем-то программистом и так далее, там, где больше денег можно заработать. Это время диктует, так? Но я им всегда говорю, вот видите, хорошим спортсменом будете или хорошим певцом, да, вот будете больше зарабатывать, чем все. Да, футболист у нас сколько зарабатывает? В год там по 100 миллионов, или по сколько, да? Вот. Поэтому занимайтесь в школе, хорошо пойте, и хорошо физической культурой занимайтесь. И в жизни никуда нигде не пропадете. Да-да-да. А вы вообще, Дмитрий Николаевич, в системе образования уже сколько лет? Я очень долго учился после школы, да? А после школы закончил педучилище номер 1. Ну, это очень хорошие педагоги там были. Там поставили нас как личность педагога. Я уже, когда поступал в институт, я уже как педагог, может быть, общался. Мне уже было 22 года. Я с преподавателем также общался. Закончил я уже только 26 лет. После армии и так далее. Пришел, я думаю, уже зрелым человеком. Но приехал я с Благовещенска, и почему-то все время думал, что я самый умный. Так, по физической культуре. Не знаю, почему. Но в то время я почему-то так думал. А на самом деле это не так, конечно. Я думал, я лучше всех. Я не знаю, почему мне в этом зародилось. Я вот до сих пор удивляюсь, почему я таким был. Все вот, они, то, что кто-то говорили на собрании, я думал, это, ой, елки-палки, я-то ее давно уже прошел, да? Почему они о чем-то не говорят? Ага. Ну, по-простому сказал, как-то вот, в общем, может быть, если я сейчас по-простому сказал, может, умничал, да? Но я... Не, опыт есть я не опыт, хвалюсь, да? да? Но когда я учился, я очень много в библиотеке сидел. Как только заканчивал тренировки, поел, и пока не закроется, или в 6, или 7 вечера, и пока 10, там, 11 не закроется, я все время в библиотеке сидел. Почему-то я старался всегда учить по предмету, те темы, которые я еще не проходил. Потом, когда преподаватель начинает говорить, я уже знаю. Я начинаю с ними, начинаю разговаривать, полемику какую-то создавать. Ну вот. Поэтому 82 года я все время там сразу пришел в университет, Якутский государственный университет, ассистент, старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой, потом декан. Ну и 20 лет работал директором Института физической культуры и спорта. Как бы ее там реорганизовали, как Михаил Ефимович в 99 году. Он же мне и вручил хороший такой портфель. Он у меня до сих пор висит, который он вручил Михаилу Ефимовичу. Я ее вообще не теряю. Хотя ее еще можно носить, но я ее не ношу. Всем показываю. Вот, и получается сейчас вот 4. Это 42. 42 года. Ну, все время мне очень интересно. Ну, я не знаю, люди говорят, все мне говорят, как ты вот 20 лет работал на одном месте?
мне, говорит, 5 лет мне отработали, говорят, уже неинтересно. Ну, Я не знаю, почему неинтересно. А я каждый год знаю, что что-то у меня не хватает, что-то надо сделать. Очень много целей, очень много задач, которые надо решить. Это признание. Да? А почему я все время от таких людей удивляюсь? Как это может все закончиться, и он все знает? Это я вообще это исключаю. Сейчас я вот работаю заведующим кафедром, там непочатый край работы. Очень. Нескончаемый. Даже есть те такие, в какой-то мере, мечта, да, ну, это не мечта, которая может теоретически выполниться, которую я не смогу сейчас выполнить, от того, что там может быть денег, финансирования, того нет. Ну, а так, все надо к лучшему стремиться. Да, в любое время, как говорится, сколько лет, это независимо от этого. Человек должен все время развиваться. Да. Вот я обязательно вот это вот ваш совет учту уже, чтобы дальше идти, да, по этой жизни. Вот очень хочу у Юрия Васильевича тоже спросить, как для вас прошел 7-й слет, вы с какого слета принимаете участие? И про ваших родителей. Да, спасибо. Ну, как было сказано, участие принимаем с самого начала, с 99-го года. Вы тоже? Да. Нет, я лично не участвовал в некоторых, да, но я начал активно участвовать, по-моему, с 3-4 слетов. Вот. Наша династия Шадриных, она ведет начало с 20-х годов 20 века, связана с именами Михаила Ивановича и Панкратия Ивановича Шадриных. Они у нас начинали работать в первой Актемской школе. То есть в Актемской школе актемцы были тогда центром Хангаласского улуса, а не Покровск. Вот, и эта бытность, получается, Покровск у нас становится центром улуса в 1937 году. Вот, и как раз в этот период работал Панкратий Иванович Шадрин. Он начинал работать в Актемской школе директором, и в 1937, по-моему, или 1936 году школа переносится в Покровск, и он назначается там же директором этой школы. В общей сложности, получается, мы посчитали, да, на сегодняшний год у нас 59 человек. 59 человек, педагогов, которые работали. Ну, кто-то больше работал, кто-то меньше, да, педагогический стаж. Но общее количество у нас составляет 1350 лет. В общем, вот, это да, 1350. Примерно так. Ну, если в среднем арифметически раскидать на 60 человек, да, там получается по 20 с лишним стажа где-то, да. Вот, да. Есть люди у нас, которые по 50 лет, ну, по 40, да. Даже 50, помню, было, что люди работали... Василиса Владимировна, наверное, много работала. Да, бабушка Василиса Владимировна. Это моя бабушка, да. Ну, как сказать, мои родители, скажем, да, Василий Юрьевич Шадрин долгое время, ну, он и до сих пор работает в университете, вот, в институте математики. Мама у меня, Раиса Семеновна, она тоже проработала в сфере образования, логопед она по специальности, и потом долгое время работала в Министерстве образования. Вот, и на сегодняшний день, получается, нас в семье 2 детей. Вот, у меня есть младший брат. Он тоже работает учителем. Вот. Ну, в Хангаласском районе? Нет, он в городе. Он в городе работает. И получается, ну, то есть вопрос, как вот мы стали, да, педагогами. Мы вообще являемся 4-м поколением династии, которая работает учителями. И надеемся, что это направление. У меня 2 детей, к сожалению, они не педагоги, да, но буду надеяться, что нас будет еще больше, да, и кто-то потом, может быть, следующее поколение детей, да, тоже будут педагогами. Вот отрадно, что у меня есть сестра двоюродная, да, сестренка, она тоже стала педагогом. Работает в АГИКИ. Стала работать преподавателем. Вот. У нас вот буквально сейчас мы, простите меня, прервемся на рекламу. Мы уже поговорили практически 20 минут. Прервемся на рекламу и вернемся к нашей беседе.
Мы продолжаем нашу беседу с педагогическими династиями из Хангаласского улуса. И буквально до ухода на рекламу нам Юрий Васильевич начал рассказывать, что у вас есть двоюродная сестра, она тоже учитель. Да. Угу. Светлана ее зовут. Света, привет. Вот, да, это самое. Да. Ну, отрадно это все. Да, и я уверен, что династия продолжится, то есть она не остановится. Вот. И вот сейчас на данный момент имею честь, очень большую честь возглавлять такое учреждение, как Актемский научно-образовательный центр, который носит имя нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Вот. И я как-то больше стал читать литературу, историю уже вот именно касаемо первой школы, да. Вот. И я, во-первых, очень часто сталкиваюсь со своими родственниками там и людьми, которые работали с моим, скажем, дедушкой Юрием Владимировичем Шадриным, да. Он работал в Актемской школе и завучем долгое время, учителем математики. Прекрасные люди, коллеги, команда, которая работала это в 50-е годы послевоенные, да, Гавриил Федорович Савин, скажем, да, очень уважаемый человек. Та плеяда, которая воспитала таких людей, как Михаил Ефимович Николаев, и еще нескольких, да, ну, людей довольно большое количество. Это говорит о том, что люди были очень мотивированные учителя. Вот. И благодаря их прекрасной слаженной работе, имея абсолютно слабую материально-техническую базу, да, если сейчас говорить словами, да, такими современными, выпустили таких прекрасных людей, это много говорит, очень много, да, и на территории нашего лицея это все находится, и когда ходишь и проходишь мимо вот первой школы, это музей образования у нас сегодня в Хангаласском улусе, церковь, да, и знаешь, что здесь стояла еще одна школа, да, тут и Михаил Ефимович учился, и мой дедушка ходил, да, вот прямо здесь же, да. Кстати, на территории нашего лицея и находится мемориал будет строиться, да, Михаилу Ефимовичу Николаеву. То есть вот это все сама территория, сама земля, она пропитана историей и педагогикой в том числе. То есть это дает знаете, такой сильный эмоциональный заряд энергии дает для развития, да, и, ну, это очень классно, честно говоря, если так говорить, да, и люди, с которыми мы работаем, жители села, с которыми общаешься, и они знают, может быть, не тебя, но знают твоих родителей, знают дедушку, знаешь прабабушку, там, прадедушку и так далее, да, это вообще как-то так вот с ними общаешься, разговариваешь и чувствуешь, что ты являешься частицей из этого общества, да, духа вот этого, и это такое очень хорошее ощущение придает, ну, уверенность, желание работать, самое главное, да. На сегодняшний день вопросов у нас много стоит, мы не будем о них вдаваться, да, как обычно, но я уверен, это все решаемо, да. Самое главное. Да, это все решаемо, это будет решаться со временем, не сразу, да, но тем не менее мы работаем. У нас в НОТСе Актемском прекрасный коллектив, я считаю, да, прекрасные учителя, прекрасные дети, вот, которые хотят учиться, у которых глаза горят, и в общении с ними ты чувствуешь, что хочется им дать еще больше, конечно, да, сделать максимально комфортные условия для детей. Поэтому я очень горжусь тем, что я возглавляю, и для меня, еще раз говорю, это большая честь. Большая честь, потому что ответственность перед памятью предков, наверное, и перед Михаилом Ефимовичем самим, да, конечно, который, наверное, смотрит сверху, да. И чувство ответственности с все время сердце так. Ну и вообще ходить по земле своих потомков. Конечно, да. Это же большая такая энергетическая. Много вот значит, да, для человека. Ну, очень отрадно то, что вы остались еще и в Хангаласском улусе. Да, на родине своей. Получается, мы вообще же... я в городе школу заканчивал, да, и работал в школе, в городских, в национальной гимназии у Николая Константиновича. Светлая память ему, да. Вот, прекрасная школа.
И оттуда вот переехал. Построил дом в деревне на территории, где бабушка у меня, где я в детстве каждое лето проводил. Правда, это в Техтюре. Вот, там у меня отец живет тоже рядом. Построил дом, туда переехал, и сейчас уже оттуда, ну, там и работаю, да, получается. Техтюр, Актемся рядом находится. Родина предков. Да, и я призываю молодое поколение ехать в село и поднимать село, да, соответственно, как бы работать в селе. Не обязательно стремиться в город. Поэтому, видать, произошел тот слом в сознании, да, вообще психологии человека, с возрастом, может быть, что надо, ну, ехать туда. В районы. Да, в районы ехать, да. Тем более есть работать. такая очень хорошая программа, как «Земский учитель». Ну, есть такая, ну, у меня не такая программа, да. У вас не такая? Да, но тем не менее. В целом. Да, в целом. Есть. Просто я хочу сказать, что приезжать в деревню, да, у нас сегодня проблема. Молодежь уезжает из деревни. Да. Да, и это проблема, и нету работы и так далее. Это понятно, это большой вопрос, но тем не менее работу создают сами люди. Правильно, да? Если у нас молодежь будет тянуться в село, да, а работа будет появляться. Соответственно, будет развиваться инфраструктура, будет развиваться социальная сфера, да, и так далее. И у нас, в конце концов, ну, потихоньку ситуация будет становиться более лучше и стабильнее. Вот. Спасибо. Спасибо. К Маргарите Владимировне переходим все дружно. Теперь вы расскажите, пожалуйста, про свою династию. Вы из какого поколения? Ну, я являюсь представителем династии Лыткиных-Тимофеевых. И я третье поколение. У нас основателем является Лыткин Степан Дмитриевич. Он сам уроженец Алёкминского района. Но он приехал с сестрой в Булганихтах. Я тоже родом из Булганихтаха, как Дмитрий Николаевич. Да. Мой тренер Николай Николаевич, брат Дмитрия Николаевича, да, я занималась легкой атлетикой с 1 класса. Вот правильно Дмитрий Николаевич сказал, что учителя не менялись практически вот с 1 класса и до 11 класса. Мы все бегали. И Луиза Николаевна, мы на лыжах бегали с ней, и с Николаем Николаевичем бегали на легкой атлетике. Вот. И, значит, после Степана Дмитриевича у нас идет как бы слияние двух педагогических семей. Это племянник, значит, Степана Дмитриевича Вячеслав Семенович Лыткин и его супруга, моя тетя Тимофеева Анна Ивановна. Вот, они, значит, сошлись, и вот две педагогические фамилии как бы пошли уже в одну сторону. Вот, из Тимофеевых, вот у Анны Ивановны 4 братьев и сестер педагоги. Это Дмитрий Иванович в Качкацах работал учителем истории. Мой папа Владимир Иванович, учитель географии в Булганихтарской школе был. И его самая младшая сестренка, у них Светлана Ивановна. Она здесь в городе, доктор биологических наук, профессор, доцент. Она у нас самая титулованная. Вот. И мы уже третье поколение. А так у нас сейчас есть уже 4-е поколение. Наша племянница работает учителем математики в Санкт-Петербурге. Вот. И что хотелось еще сказать. А так было желание, вот тоже, как у Юрия Васильевича, вы прям взяли в совокупе, прибавили столько лет, у вас 1300? Да, у нас 807, мы нынче посчитали, 807. У нас 807 лет. Угу. И в прошлом году, в 23-м году, нам выпала честь выступать, участвовать на всероссийском конкурсе педагогических династий в городе Уфа. Вот. Мы отправили заявку. Сначала первый этап был заочный. Отправили заявку, и очень неожиданно для нас мы вошли в финал, в очный финал уже. И нам позвонили, пригласили в Башкортостан. Вот, мы, недолго думая, значит, решились ехать. Было всего 633 заявки со всей России. 633. Из 633 выбрали 21 семью. И в их числе? И в их числе, да, с Якутии мы поехали как представители нашей республики. Ну, выступили, значит, конкурс проходил на базе Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы.
Проходил он с 9 по 12 октября, как раз вот ровно год назад. И В вот, наверное, этот это- день, да, мы там участвовали. Было 3 этапа. Значит, на первом этапе мы рассказывали про свою династию. На втором этапе мы проводили разговоры о важном для студентов первого курса, для студентов педагогических заведений Уфы. Были и некоторые семьи проводили для педколледжей, мы проводили для студентов пединститута. Значит, там семьи делили на 3 номинации в зависимости от общего педстажа. От 50 лет до 150 лет общего стажа была, самая молодая номинация. 155 Да, молодая. потом от 150 до 300 была вторая номинация. Вот они проводили для колледжей. Первая номинация проводила для педклассов, для школьников. А мы были в 3-й номинации от 300 и выше. Мы проводили вот для студентов пединститута. Темы разыгрывались прямо вот накануне. Мы не знали, какую тему мы будем проводить. Урок, поэтому мы там всю ночь готовились, проводили. Это как экзамен, да? в Да, школе как готовишься? этот кот в мешке. Да? Какой Ага. билет попадется? Да, и 3-й этап был лекция об известном педагоге своего региона. А вы о Вот, ком мы рассказывали про Алексеева, народного учителя, памятник которому у нас... Глазского района. Да, но он математик, и у нас Валентина Вячеславовна рассказывала, она сама математик. У нас вообще много математиков в нашей династии. Вот, начиная от Анны Ивановны, она математик, Вячеслав Семенович физик, учитель физики. Вот, Виталина Вячеславовна, математик, Валентина Вячеславовна, вот, много. Поэтому они проводят сейчас уже в память об своей маме Анне Ивановне, они проводят олимпиады для учителей математики ВУЗа. Начиная с 2019 года прошло уже 3 олимпиады. Достаточно, так много. Да, именно учителя математики собираются на базе Мотоголовской школы. И значит, в 2019 году проводилось, было всего 18 участников в первой олимпиаде. А во второй олимпиаде в 2021 году было уже 49 учителей приняли участие. Были свои победители, наша династия спонсирует значит, награды. Да. И в 2021 году, это вот пандемийный год, да, было 15 учителей. 15 учителей. Вот у нас, к сожалению, это беспощадное время поджимает, и уже сейчас хочется предоставить слово Юлии Егоровне. Вы уже у нас... Я восхищаюсь своими педагогическими династиями, у которых 1000 с лишним лет и так далее. Наша династия 8 человек у нас. Но все они отборнейшие из отборнейших. Во-первых, отец Кардашевский Егор Егорович, учитель-фронтовик, учитель математики, а его брат Кардашевский Ефим Егорович был заведующим РАНО, и вот когда выдавали зарплату, он поехал в первый Жумкон, несмотря на гололед, и утонул при выполнении служебных обязанностей. Вот это зачинатели нашей династии Кардашевских, а мама Игнатьева Дарья Ивановна, она учительница начальных классов. Это первое наше Первые шаги. Да, поколение. А второе поколение мы, 7 детей. Вот говорят, семья – это 7 и я. Так вот, наша сакральная цифра – это 7. Число 7. Старшая сестра Антонина Егоровна, заслуженная учительница Республики Саха-Якутия. Она у нас гуманитарий, человек с философским складом. Просто идеи выдает только так. Она автор программы «Мировая художественная культура». Она автор, нас подвигла на изучение ноосферного образования биоадекватной технологии обучения. Вот эта биоадекватная технология обучения, БАТ, это природосообразная технология. Она учительница вообще русского языка, литературы. Потом иду я учительница математики. Про меня не будем говорить. Так, третья сестра, единственная сестра, она медик.
Она акушер-гинеколог. Она прошла обучение с медучилища вот до ординатуры и так далее. А потом она стала заниматься добровольным страхованием. Где бы она ни работала, она везде достигает, вводит новые идеи, вплоть до того, что она ездила в Сиэтл, чтобы узнать, вот, как там работа ведется. Сейчас она сидит на пенсии, но, тем не менее, она обучает молодое поколение. Вот в Хангаласском Улусе она вырастила не одно поколение акушер-гинекологов. Потом идет сестра Велюра Егоровна, она биолог, кандидат биологических наук. Ее стезя – это быть на практике. Для нее самый главный праздник – это быть на практике со студентами. И вот все, человек перфекционист, все делает, ну, прямо так, что вот ни к чему, все хочет делать идеально. Потом идет вот наша пятая сестра Раиса Егоровна Тимофеева. Вот сегодня 11 октября, а вот 4 года ее не стало, ровно в этот день. И вот просто я хочу вспомнить, что недавно было 80-летие Института развития образования. Так вот, когда был институт, он назывался ЕРИУ, помните? Якутский республиканский институт усовершенствования учителей. Она пришла в этот институт в 1992 году и работала до 2000 года. 8 лет. За 8 лет она сделала столько, что вот это только диву даешься. Как это ей все удается? Во-первых, они перешли на постдипломное образование. Потом, значит, целостная система непрерывного обучения. Вот вы хотите всю жизнь учиться. Так вот, это называется непрерывная система обучения работников образования. Профессиональная переподготовка. Хочешь пройти переподготовку? Вот сейчас же у нас так. Пришел учитель физики, а хочет быть психологом. Пройди переподготовку, пожалуйста. И научно-исследовательская работа учителей. Вот в это время, когда она работала, была программа 100 аспирантов. И я в эту программу попала. Последний момент только. Юлия Егоровна, спасибо вот большое. Вот и еще редакционно-издательская деятельность. А вот 2 брата, они у нас занимаются дорогами. Есть же такая присказка. В России 2 беды – это дураки и дороги. Вот мы занимаемся этими. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо телезрители и радиослушатели, что были с нами. И до скорых встреч. Спасибо вам большое.